Доброго вечера, мы из Украины. Я рада продолжить серию наших программ под названием «Марша Воин». Я с трудом выучила, потому что меня все время сбивают и говорят, что это, наверное, Маша Воин. И мне так приятно, что мои сегодняшние гости, замечательные, отважные воины, говорят, что в этом есть тоже доля правды. Итак, Ахьят Идигов, председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия в период президентства Джохара Дудаева, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, и Аслан Арцуев, председатель правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. Здравствуйте, Марша Войл. Здравствуйте, Марша. Здравствуйте. Приветствую вас. Рада, что мы снова собрались в нашей замечательной теплой компании. Ну и, конечно, я очень хочу попросить, что называется, горячие новости прокомментировать, потому что наш уважаемый гость Ахьят был свидетелем совсем других времен, когда Татарстан вел себя совершенно иначе, боролся за свою независимость, предпринял достаточно много последовательных действий, которые, однако, и, увы, не увенчались ни независимостью, ни самостоятельностью, а сейчас, ко всеобщему позору, в Казань приехал Гутерриш, вот этот весь БРИКС, этот шабаш, этот кошмар происходит, который не имеет никакого отношения ни к правовому полю, ни к международному праву, а скорее к какому-то странному, ну, как бы вам сказать, такому, не хочу прибегать к жаргону, но я думаю, зрители сами додумают, что я хотела сказать, но в целом вот так собрались разные диктаторы. Спасибо, очень хороший вопрос. И, кстати, есть возможность сказать свое мнение по этому вопросу. Насчет того, что Гутерриш приехал в Казань, это вообще, с моей точки зрения, он, наверное, рассматривал себя, я так думал, как человек, который следит за всем положением во всем мире, и считал, наверное, надо поехать и туда, и сюда, чтобы потом приехать в Киев, все это объединить и решать вопросы как-то. Наверное, такие вот помыслы были у него в голове или в его окружении. Но когда там собираются все одни эти диктаторы, и он, видимо, не понимал, что их ничем не проймешь, и их нельзя уговорить в чем-то или убедить в чем-то, потому что у них одна мысля в голове, как сохранить свою имперскость, как сохранить свою власть, и как набить свои народы для того, чтобы, значит, там был порядок для них выгодный в экономическом, военном, во всех положениях. То, что они собрались в Казани и там решали какие-то вопросы, об этом вот все пишут, я тоже за этим наблюдал. Оказывается, что там они ничего не решили, тоже между собой там переговорили о том, о сём, как быть. Так обозначили, знаете, ситуацию. Туда приехало где-то около 20 стран из разных вот южных, скажем, районов земного шара, так? И они там решали вопросы для того, чтобы как-то примериться друг к другу, может у России что-то урвать еще. А Россия сама хочет, Путин сам хочет в этой ситуации что-то урвать для того, чтобы продолжить дальше войну. В общем, там происходило такое, значит, положение, что и Си, это китайский, и этот из Индии, как его, Марадон, ну как-то его имя я забываю, и другие все эти представители, они, в общем, закручивали там, как говорится, гайки в первую очередь, Китай и Индия. А остальные, даже этот сам Путин там выглядел как человек, которого здесь они где-то как-то подшивали, подсказывали. Но никаких решений, как говорится, не принято и не сказано. Даже вот они приняли какую-то декларацию там. Эту декларацию я тоже читал, и ничего там нет такого, чтобы они вот
вот то-то, то-то сделали, вот надо то-то, то-то, и нигде ни слова нет об Украине, насколько я это заметил. Так что же они там делали, если они про Украину, как будто этой проблемы и нету, понимаете, вот так вот. И что там делал этот генеральный секретарь ООН, тоже непонятно. Мне кажется, что вот это заявление президента Зеленского о том, что он его не приглашает в Украину после такого марша в Казань, это тоже несколько, ну, несколько, так сказать, правильно с человеческой точки зрения. Ну, а с точки зрения, значит, высоты, так сказать, подъема и взглянуть на этот вопрос, можно было его принять и послушать, что он скажет, чтобы он еще больше раскрылся, кто он есть и чего он желает. Мне так кажется. Нас вообще всех вместе, я имею в виду нас с вами, познакомил Гарри Юрий Табах. Да. Он имел честь, или, как он иногда шутит, какие-то другие эмоции, служить в этой организации в разные периоды, и все-таки даже, несмотря на всю бюрократию, он там добивался определенных успехов. Вот. Однако он рассказывал нам с самого начала, как тяжело это давалось, какими скандалами и даже рисками для него. И вот когда он 2,5 года назад, когда мы только начали вести наши программы, стал рассказывать все это про ООН, у меня постоянно были какие-то комментарии, знаете, под программами, что он уже вообще не знает, что он такое говорит. И вы знаете, он оказался прав. Все дело в том, что это абсолютно левая организация, это леваки такие вот, которые пожирают бюджеты, жрут эти фонды, и он, бывший какой-то португальский комсомолец, коммунист там или кто он был, он, в принципе, вполне вот в этом большевистском духе проявил вот это свое, как это сказать, движение Коминтерна. Свою суть проявил он. Но я хочу сказать, что вы правы, и мне тоже много раз приходилось быть в этой организации Объединенных Наций, в Женеве, и притом еще в Америке я бывал. С ними я много сталкивался и тоже видел, что, какие они принимают документы, что они делают, как они борются за решение того или иного вопроса, как они в кулуарах это все обсуждают, обсасывают, с тем договариваются, с этим договариваются, эти голоса. Вот по Чеченской республике Ичкерия вот эти вопросы там обсуждались. Мне много раз приходилось с этим сталкиваться. Не только с этим, я еще сталкивался с Всемирной организацией исламских государств, с их президентом, к которому я обращался тоже и говорил, вот сейчас наших людей убивают, мы же это единоверцы, можете нам, как вы нам поможете? Так они вообще отворачиваются, у нас своих проблем много. Вот такая ситуация. А насчет этого генерального секретаря, я почему так говорю? Надо было быть выше его все же. Не похоже, знаете. Ну, раз не сделал, так не сделал. То есть у него был бы как бы это в запасе потом шар, который он ему потом бы мог закатить. Но в любом случае здесь какая-то эта политика проявилась, твердость проявил Зеленский. Пусть будет так, все равно он приехал бы, ничего не сделал бы. Но Зеленский был бы в лучшем положении. Но как это было бы в глазах, допустим, украинского народа, они, может, и не поняли бы его. Я вот о чем говорю. Вот в этом вопросе, да. В те периоды, о которых мы вот начали наш разговор, тогда, когда не только Ичкерия пыталась найти поддержку, в том числе в этой самой организации ООН, или хотели, например, Соединенные Штаты признали независимость Ичкерии. Это совершенно обоснованно и законно было все сделано в соответствии с законодательством, которое было до мельчайших, как бы сказать, подробностей. Все было исполнено, и Конституция была принята, и референдум был проведен. Просто я хотела, чтобы вы, может быть, небольшое сравнение провели между тем, как сложилась ситуация тяжелейшим образом и в конце концов привела к оккупации после 2 кровопролитнейших, жесточайших, кошмарных кампаний, и в то же самое время Татарстан, где сегодня, собственно говоря, эти события все развернулись, то есть в Казани, который вначале тоже вроде бы демонстрировал такую же тягу, жажду независимости, а потом
как-то все у него свернулось. Да, это было так, и Татарстан, и Башкортостан, они тоже, значит, принимали эти решения, говорили о создании своего государства. Но вопрос, знаете, в чем, Мария? Дело в том, что когда мы, вот чеченцы, мы когда вот эти вопросы рассматривали, еще это в будущем Советском Союзе, принимали вот эту декларацию, наш референдум, а потом мы в составе России уже, значит, избрали своего президента и все структуры власти, так, и народ полностью поддерживал власть эту. И когда развалился Советский Союз, мы уже имели право, как мы говорили раньше, уже мы были как государство, которое было наполнено со всей атрибутикой. И наше государство после принятия Конституции 12 марта 1992 года признала Грузия, член Организации Объединенных Наций. Это вот очень важный шаг. С другой стороны, и Татарстан, который этим вопросом, так же, как и вы говорите, и мы, и Башкортостан, они принимали это решение, но их смог уговорить Ельцин. Понимаете? А почему смог? Потому что это был первый секретарь обкома партии Татарстана, а другой был Башкирия, первый секретарь обкома партии. Все эти бывшие партийные номенклатурщики, которые сидели там во главе этих республик, вместе с Ельцином договорились и подписали уже после того, как мы все это сделали, 31 марта 1992 года, уже после того, как мы все завершили, и нас уже и Грузия признала, 31 марта они только подписали так называемый федеративный договор, и этот договор был незаконным. Почему? Потому что эти республики, будучи в Советском Союзе уже поднятым со статусом до уровня союзных республик, так, и вдруг Советский Союз был разрушен, развален. Вот в этот момент, когда Советский Союз развалился, уже законодательства СССР больше не было вообще, не существовало. И мы могли действовать только в рамках международного права. Имея эти возможности, имея вот эту вот ситуацию, руководители Татарстана и Башкортостана, они фактически договорились с Ельцином, как называется, отложенный статус. На отложенный статус они пошли, вот как говорят. Мол, через там 10 или сколько-то лет, вот сейчас они говорят, вот время прошло и все такое. Но они тогда отложили, теперь кто вас это примет? Там они взяли новую конституцию, приняли потом, я имею в виду в Российской Федерации России, так? И все эти республики, которые коммунисты подписали вот этот федеративный договор, они не имели права это делать, потому что им не этих полномочий им не давал народ. Это были имперцы, которые сидели в Советском Союзе и подписали это. Поэтому я этот вопрос вот поднимаю часто и говорю, что у них отняли это, собственно говоря, незаконно, их втянули эту Российскую Федерацию, эти республики. Поэтому они могут этот вопрос поднять, потому что они были втянуты в эту республику вот таким образом. А против Чеченской республики, которая не входила туда и не подписывала, как и Украина, и Казахстан, и другие республики, мы не подписывали и создали свое государство, и было свое, значит, все законодательство, как вы сказали. Вот они взяли, вписали нашу республику в состав этой Российской Федерации России после того, как они совершили в 1993 году государственный переворот, расстреляв свой Верховный Совет, отметая все эти конституции, которые были, все законы, они незаконно захватили, значит, эти территории, убрав их и вписав еще нашу республику как часть Российской Федерации России. Это было незаконно. И после этого они пошли атакой, войной на нас, называя наведение конституционного порядка в России на территории Чечни, как будто мы являемся. Как сейчас в Украине они говорят, не войну объявили, а там против демилитаризации, денацилизации, все такое. Вот что было. То есть главный вопрос был в том, что
татарский народ, татарские граждане Татарии и Башкортостана, им, хотя они сделали это, их руководство фактически предало интересы этих народов. Вот в чем получилось. Если бы они тогда поднялись бы, то здесь бы нам было бы гораздо легче, скажем, чеченцам. Когда они на нас напали и против нас вот войну развязывали 5 раз. Вот это было вот такое вот положение, и мы не могли никак по-другому действовать, потому что все, что мы делали, избранный президент был избран народом, избранная власть была избрана нашим народом, и никто не понял бы, что происходит, так же, как в Украине и в других республиках бывшего Советского Союза, которые ранее были союзными республиками. Но, собственно говоря, все эти республики получили статус государств после того, как СССР исчез. Почему? Потому что в международном праве сказано, что право народа на самоопределение – это есть не односторонний акт. То есть это имеется в виду, что если вы хотите, вот как народ, выйти из любой страны, то вы должны это показать, там, референдум, то, все сделать, все необходимое. А уж после этого даст вам разрешение действующая власть или не даст. Вот в этом суть была. А тогда она не давала никому разрешения, дала только 3 Балтийским республикам. И когда она исчезла, эти все республики, оставшиеся 32, могли говорить о своем государстве, наполнять его всей этой атрибутикой и заниматься этим вопросом. Но они это не сделали, они не смогли, им не дали. Вот здесь много таких вопросов, которые... И сегодня говорить о том, что мы там независимое государство, и сравнивать эти республики сегодня с нашей республикой, которая столько прошла этот путь, скажем, правовой. Им нужно этот весь путь пройти, и после этого они должны просить разрешения у Путина, чтобы их отпустили. Отпустит их Путин оттуда или нет? Вот вопрос в чем. Конечно, не отпустит. Значит, вопрос в том, что нужно, чтобы Российская Федерация развалилась, или чтобы новая власть пришла, переформатировалась. Вот и тогда уже, может быть, какие-то будут подвижки в этом направлении. Будет это или нет? Вот здесь вот такая ситуация. Понятно я объяснил? Я поняла вас. Я хотела, знаете, что сказать, что вы все абсолютно по полочкам разложили, потому что действительно, наверное, не каждый наш зритель помнит так детально все, что происходило тогда, в 91 году. Но теперь возникает вот какой вопрос. Понимаете, с одной стороны, они, конечно, не сделали необходимых шагов. Конечно же, они, к сожалению, не последовали за вами, например, в вашей борьбе, потому что если они бы тоже декларировали все и делали своевременно, то, конечно, наверное, было бы все иначе. И гораздо больше бы получил народов в итоге независимость. Конечно, Ичкерия первая и главная сила, мощь, которая наконец-то сказала этому концентрационному лагерю, этой тюрьме народов, что вы не желаете никак участвовать в этом во всем, и сделала все необходимое. И, конечно, поэтому по всем международным нормам Ичкерия является сегодня, к сожалению, просто оккупированной страной, которую оккупировала Российская Федерация. В этом отношении, конечно, Татарстан не сделал несколько шагов, хотя мог бы, и поэтому формально, конечно, наверное, вот эту территорию Россия прямо-таки, вот, не знаете, не поперхнувшись считает своей. Но хоть так она, может, и считает, тем не менее, такие знаковые события она решила провести там. Поэтому мне кажется, что все-таки не совсем все так гладко, и поэтому мне кажется, что в целом, наверное, там все-таки растет негодование, растет какое-то недовольство, потому что ничем другим я не могу объяснить выбор этого города для проведения этих мероприятий. Я согласен с тем, что вы говорили. Это чтобы придать такое высокое значение этому городу, этому народу. Вот мы на международной арене.
им даже было дано право, значит, торговать, будучи в составе России, им было, нынешняя Россия, торговать, делать внешние политические или экономические какие-то шаги предпринимать, там, продавать, напрямую им было. Вот такие вот послабления для них были сделаны тогда, для, скажем, Татарстана и Башкортостана. Но вопрос в том, чтобы как бы им не разрешали, это можно было разрешить и всем республикам, в принципе. Ну, а разрешить одной, второй, это понятно, для того, чтобы как бы они успокоились какое-то время. Сейчас вопрос стоит о том, что они поднимают вопрос, они правильно поднимают этот вопрос, но что можно будет сделать им сейчас, если даже и негодование, и все это есть. Да, вот недавно я и на конференции разговаривал с этими их лидерами, которые на Западе, они говорили об этих вещах, но надо же какие-то вот шаги вот в этом направлении предпринимать, как это возможно. То есть вопрос стоит для того, чтобы они вышли оттуда, надо совершать революцию, надо разваливать Россию. Так? Это ясно. Или надо, чтобы туда к власти пришли какие-то другие лидеры, которые бы изменили их конституции и сказали, что эти республики были незаконно в 1992 году втянуты в состав России, и они имеют право на свое избрание своего пути. Вот эти моменты важны. А если, скажем, сегодняшняя ситуация так складывается в мире, как видите, большая часть, как говорится, населения мира, государства собрались там и демонстрируют, что они как бы, ну, мы сплотились, мы против этих западников, мы можем решить вопросы быстро, можем и тысячи этих корейцев послать под разным видом, можем оружие быстро дать тайно, можем то-то и то-то, а на Западе это делается более, значит, медлительно. И это плохо, вот в этом смысле, чтобы вопрос решался, скажем, быстро, и чтобы Украина могла быстрее, значит, отпор давать оккупантам. Ну, вот такая ситуация, она как-то вот делает внешнюю вот такую ситуацию, что бы ни говорили, я вчера тоже говорил на встрече, что надо было бы другим странам Запада, да, которые видят это, допустим, Соединенные Штаты Америки, я образ беру как одной из стран великих, так, они могли бы вот признать, скажем, Чеченскую республику Ичкерия как незаконно оккупированную, и что она имеет право на свою государственность, освободить ее. И также Татарстан, и также другие. И это был бы хороший удар в этом направлении, очень хороший. Но они это не делают. Это сделала Украина вот, в пользу чеченского государства. Но дальше шагов нету. Дальше никакие вопросы не решаются. Нам они не дают возможность, чтобы приехали туда, чтобы мы там говорили об этих вопросах, чтобы какие-то контакты устанавливали. Они приглашают туда разного рода самозванцев, которые все время работали в Москве и себя изображают разных деятелей, типа того, что они власть Чеченской Республики, и сзади собой они все время возят этих телевидения, разные корреспондентов тут же под боком. Не как вот мы встречаемся с вами, с другими, они с ними каждый день ездят и говорят. И на это они не обращают внимания. Почему не обращают внимания? Да потому что мы говорим, потому что им все равно, что будет там Чеченская Республика, Ичкерия, что будет Татарстаном. Мы это видим. Если они хотят этот вопрос решать и говорить, что мы демократы, то демократия, она должна быть во всем. Правильно? Допустим, у нас сегодня нет каких-то сил или не время. Но давайте, да, примите какие-то решения в пользу того, чтобы хотя бы обозначить, что это так. Вот как Украина сделала. А Украина, если бы сейчас Украина, мы имели бы какие-то контакты прямые, и говорили с нашими людьми, и у нас там, и в других республиках, поднялись бы люди, и они верили в то, что завтра, когда ситуация изменится, они могут претендовать и восстанавливать свое государство. А этого пока нет. Ведь мне там отвечают, ну, война идет, все такое. Да, война идет, но это очень важно, не меньше может быть полезно, чем
когда война закончится, не меньше полезно, чем это окончание этой войны. Потому что тогда уже, когда закончится война, совсем ситуация может измениться, и вообще они могут повернуться, по-другому себя вести. Эти варианты мы видели и знаем, понимаете? Поэтому мы и говорим, что надо бы вот так вот сделать. И Татарстан, и другие республики, которые хотят это сегодня получить свою государственность или как-то сформировать, может быть, какую-то конфедерацию народов, конфедерацию, не федерацию, как вот сделали эти Ельцин и другие. И тогда как делал это в свое время Горбачев, он хотел сделать Союз Советских суверенных республик. Или в этом направлении. Если вот такое направление будет, то это может быть и какой-то выход из положения, может быть, на данном этапе. Но эти вопросы не решаются. Я вижу, что в Украине об этом думают, они там, значит, придумывают разные там мероприятия, там некоторые организации создают. Но в этом направлении, мне кажется, есть какой-то крен, который нужно исправлять. Но я бы хотела вернуться к нашему разговору. Как раз вы упомянули возможность, ну, такую, в общем-то, очень интересную, если бы Соединенные Штаты Америки признали бы независимость Ичкерии и, соответственно, что страна находится сейчас под оккупацией. Так вот, мы как раз с Асланом, который с нами, вот нашу программу сегодня уже 35 минут, по-моему, провел в молчании. Вот, я, конечно, хочу в первую очередь задать сейчас вопрос Аслану, потому что мы в прошлый раз говорили о том, насколько связываете вы такую возможную совершенно удивительную перспективу с приходом в Белый дом президента Трампа. И мы сошлись на том в прошлый раз, что Трамп является человеком незаурядным, человеком, который много что сделал из того, что не решали сделать его предшественники. Мы говорили о том, что он перенес, например, посольство Соединенных Штатов в Иерусалим. Потом мы говорили о том, что он смог добиться возвращения воинов, погибших американских из Северной Кореи. Хотя все почему-то думали, что это никогда невозможно будет сделать, а он за это даже одной рисинки, как говорит Гарри Юрий Табах, не уступил Северной Корее. Вот поэтому у нас, так сказать, проследился в прошлый раз, в прошлой программе с Асланом такой ход мыслей по поводу того, что вдруг президент Трамп, ну, понимаете, вот решится на такой шаг, и главное, что для этого нужно сделать? Аслан, как вы думаете? Мне очень интересно слушать, Мария, и Ахьяда, и вас, поэтому эти 35 минут пролетели очень быстро. Ну, знаете, никаких гарантий, конечно, нет, что Трамп признает Чеченскую республику Ичкерия, как мы говорили в прошлый раз, но в любом случае Трамп тот человек, который меняет иногда правила игры и меняет их, несмотря на то, что все там трясутся, что ой, сейчас начнется мировая война, сейчас что-то произойдет. Он принимает решения, и очень верные решения. Причем эти решения всегда соответствуют интересам Соединенных Штатов Америки. И, на мой взгляд, признание Чеченской Республики Ичкерия – это в интересах Соединенных Штатов Америки. Сделать из чеченского народа, Чеченской Республики Ичкерия себе союзников на Кавказе, ну, это, мне кажется, более мудрого решения трудно придумать. Поэтому есть надежда, конечно, мы надеемся на это, но не признает нас Трамп, как я в прошлый раз говорил. Мы будем продолжать свое дело, мы боремся за права нашего народа, за право не подвергаться систематическому геноциду, который в конце концов, ну мы уже сейчас находимся на грани просто исчезновения, уничтожения как этноса. И ну как-то так, Мария. Будем надеяться, мы оптимисты, ну и как говорится,
все равно нам деваться некуда, будем добиваться того, чтобы нас признали. И вот президиум наш, в том числе это заслуга, вот вы сейчас говорили про Ахмеда Закаева, который там, как бы эффективно вы сказали, его эффективность, она, если только исчисляется суммами на его счету, то цифрами на его счету, то может она эффективна. А так никакой эффективности он не добился. А вот наш президиум правительства, Алла Дудаева, Аят Идигов, они добились, и другие, кто входит в наш президиум, добились того, что Украина признала именно потому, что этого добивался наш президиум, именно с теми формулировками, как нужно было юридически грамотно и чеченскому народу выгодно, скажем так. Вот с этими формулировками, отбрасывая разные формулировки, которые предлагались в виде хасавюртовских соглашений, которые не выгодны чеченскому народу. Вот как это должно быть, юридически верно и исторически правильно, наш президиум добился признания, а Украина не только сама признала, как это сделала Грузия, Афганистан, турецкий Кипр признал нашу Чеченскую республику Ичкерия, но также они признали геноцид, совершенный над нашим народом, раз, и отправили все эти документы в ООН, Гутеррешу, наверное, тому самому, для того, чтобы другие страны также последовали примеру Украины. Поэтому, и это важно, исторически важно, сейчас это хотелось бы мне тоже еще раз упомянуть, важно это тем, что после окончания русско-украинской войны Россия будет выплачивать контрибуцию Украине, и все республики или все субъекты Российской Федерации также будут выплачивать, даже если Россия будет разделена на несколько частей, также будут выплачивать Украине. Но Чеченская республика Ичкерия, благодаря действиям, эффективным действиям президиума правительства, уже по решению Верховной Рады Украины не должна ничего, потому что мы также оккупированы, как оккупированы части Украины, части Грузии, и так далее. Вот признает нас, скажем, Америка, будет ли это Трамп, будет ли это Харрис, я не знаю, но в любом случае для нас это было бы, конечно, большое завоевание для всех народов, которые в мире бы верили в то, что справедливость в мире будет наступать и будет будет касаться каждого народа, кто эти вопросы хочет решать. Вот так мы думаем. А это то, что делают эти люди, о которых мы говорим. О них говорить даже сейчас смысла нет. Раз вы подняли этот вопрос, мы говорим. Мы не видим в их деятельности никакого, скажем, успеха, просто пиарство. Пиарство, которое устраивают, скажем, люди из Кремля. Только лишь это. А документально, обоснованно все, у них ничего нет, поэтому они боятся выставиться и сказать, обосновать свои эти шаги. Это есть. Мария, я не буду отвлекать вас больше, пожалуйста, говорите. Что вы, мне очень интересно все, что вы говорите. Я просто думаю о том, что если все-таки действительно 5 ноября американский народ примет решение в пользу президента Трампа, то тогда от его будущего государственного секретаря будет зависеть во многом его международная политика. Насколько я могу судить, его избранником, скорее всего, станет, кстати, большой приверженец Украины Рубио. И в связи с этим есть, наверное, какие-то хорошие, оптимистичные, может быть, прогнозы, в том числе и касательно того, какую позицию займет администрация Трампа по поводу признания независимости Чеченской республики Ичкерия. Я, конечно, вам этого от души желаю, и это Спасибо. будет потрясающе. Я верю, что вы сможете найти контакт, и думаю, что имеет смысл этим заниматься уже. Есть сенаторы, республиканцы,
конгрессмены, которые наверняка симпатизируют вам. И я думаю, что это, в принципе, та дорога, которую осталось пройти, вот этот отрезок, последний до победы. Спасибо. Что ж, я очень рада тому, что мы с вами сегодня поговорили на очень важные темы. Я думаю, что это нужно напоминать людям. К сожалению, Да. сегодня такой век, когда люди очень быстро переключают внимание, но мы с вами будем и дальше держать строй и добиваться намеченных целей. Конечно, обязательно. В это надо верить обязательно. Теперь я должна сказать не Маш Войла, а... Маш Ойл или Маш Ойл. Маша Ойл. Да. Маша Ойл. Маша Ойл. Вы И говорите с давно- русским акцентом, Мария. Спасибо, спасибо. Спасибо вам большое. Да.